Глава Чечни потребовал лишать льгот и выплат малоимущие семьи в республике, если их мужчины отказываются идти на военную службу. Об этом Рамзан Кадыров заявил на совещании в Грозном после выступления председателя парламента региона Магомеда Даудова. Тот рассказал о нежелании мужчин из бедных семей записываться бойцами в новый кадыровский полк. По словам Даудова, в Аргуне, который он курирует по поручению Кадырова, малоимущими и остро нуждающимися числятся 412 семей. На них приходится 188 трудоспособных мужчин, однако только 3 согласились пойти служить в новый полк, несмотря на отсутствие другой работы и обещание денежных выплат. Подобная ситуация, по словам Даудова, наблюдается и в других районах. Кадыров в ответ на это назвал отказавшихся тунеядцами и потребовал лишить их всех льгот и выплат, которые предусмотрены для малоимущих семей федеральным законом. «Это не люди и вообще никто», заявил глава российского региона на видео, которое опубликовал чеченский госканал «Грозный». Надо их полностью исключить из списка малоимущих. Это люди, которые не хотят трудиться. О создании именных подразделений в Чечне стало известно в конце июня. Тогда планировалось сформировать 4 батальона при Министерстве обороны России. Это Север Ахмат, Восток Ахмат, Запад Ахмат и Юг Ахмат. Первым был сформирован Север Ахмат, его состав расширили до полка. На видеозаписи, которая опубликована в телеграм-канале Кадырова, на построении присутствовали не только сотрудники полка патрульно-постовой службы и группы быстрого реагирования МВД по Чечне, но и люди в гражданской одежде. В Чечне прожиточный минимум составляет 14 565 рублей. Это менее $250. Записавшимся в наемники местным жителям обещают выплаты в несколько сотен тысяч рублей и компенсация семье в случае гибели. При этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляло, что значительную часть сформированных в Чечне новых батальонов составляют похищенные силовиками молодые люди. По данным Киева, в основном это жители чеченских сел. Им угрожают уголовным преследованием по сфабрикованным делам или пытками. Украинская разведка оценивает это как признак нехватки в России желающих воевать. Москва и Грозный эти утверждения не комментируют.